Аллах Субхану ва Тааля одаривает нас своей милостью. И все, что мы имеем из имущества, это милость Аллаха Субханаху ва Тааля, а не наша заслуга. И мы должны понимать, что Аллах нам дает его, и мы должны быть благодарными. Мы должны выделять из этого что-то, что послужит причиной достижения довольства Аллаха Субхану ва Тааля. И приходит в хадисе, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что, возможно, Аллах Субхану ва Тааля одаривает человека имуществом, чтобы через него накормить другого. То есть то, что Аллах нам дает имущество для того, чтобы мы кого-то, то есть другого своего раба, передать через нас ему. И если мы не дадим его, Аллах заберет наше имущество. Поэтому, без сомнения, человек, который получает, должен быть благодарным. И Аллах возвращает это. И пророк Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Если мы хотим довольства Аллаха Субхану ва Тааля, достичь благочестия, мы должны тратить из того, что мы любим. Будь то имущество или что-то другое. Хасан аль-Басри сказал: плохие два спутника. То есть два спутника, они плохие. Дирхем и динар. Не принесут они тебе пользы, кроме как покинут тебя. То есть они принесут пользу только когда ты потратишь их. Только когда они будут потрачены на пути Аллаха, только в этом они принесут тебе пользу. И без сомнения, то, что мы имеем, не является полностью нашим. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говорит раб: мое богатство, но все его богатство состоит из трех. То, что он съел и погубил. То, что он надел и износил. А также то, что он расходовал, то есть на пути Аллаха и приобрел. И ученые сказали, что есть три. То есть все имущество, которое у нас есть, делится на три части. Первое, то, что мы тратим на себя, еда, одежда, и оно уничтожилось. Второе, то, что мы потратили на пути Аллаха, и это у Аллаха Субхану ва Тааля. И оно сохранится, и Аллах воздаст за это, без сомнения, многократно. Как в случае, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зарезав овцу, раздал полностью все курбан, оставив только кусок лопатки. И Айша, радийаллаху анха, сказала: я Расулюллах, у нас осталась только лопатка, все остальное как бы ушло. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: нет, я Айша, говорит, у нас только лопатка исчезла, все остальное у нас осталось. Оно у Аллаха, Аллах воздаст это, вернет это. И третье, ученые сказали, это то, что останется после. Оно не принадлежит, это имущество наследников. То есть мы копим, набираем, но мы им не пользуемся. Мы не получаем ни в этом мире, не получаем в ахирате. Оно останется наследником. И у Ибн Раджаба в книге приходят слова ученых, сказали, как печально будет, обидно человек увидеть то, что он накопил на весах благих деяний другого. То есть то, что он накопил, собирал для себя, но по своей жадности он не раздал их. И он увидит на весах благих деяний у своего наследника. То есть копил, зарабатывал он годами, может быть, это имущество, но он не получил ни в этом мире от этого пользу, не получил для ахирата. Но он увидит на весах своего наследника, который потратит их на пути Аллаха и получит прощение. И каково, говорит, будет обида этого человека. Поэтому ученые сказали, кто сегодня потратит что-то, завтра найдет его. А кто не потратит сегодня ничего, то и завтра не найдет ничего. То есть тот, кто сегодня потратит на пути Аллаха, завтра после смерти он найдет это, приобретет это у Аллаха Субхану ва Тааля. А кто сегодня не потратит, то и завтра его не будет. Его бедность будет продолжаться в другом мире. Сказали некоторые праведники, сын Адама будет жить в другом мире с тем, что построил здесь. И проживать с тем багажом, что может принести в этом мире. То есть мы получим в раю то, что заработали в этом мире. Как приходит в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что человек, который построил мечеть в этом мире, хотя бы даже как гнездо голубя, даже такой маленький, ему будет построен в раю дворец, дом. То есть мы получим в раю то, что мы здесь потратили. И, соответственно, если мы здесь ничего не сделаем, то и там не будет. И поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собирали эту провизию, беспокоились об этом, как приходит от слов, когда Абу Хурейра умирал, он плакал и говорил: поистине я плачу, потому что мне предстоит длинный путь, и я не знаю, хватит ли моего багажа. Абу Хурейра, известный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, боялся за багаж, который он собирал для ахирата,
что говорить о нас. Поэтому мы должны стараться из того имущества, которое Аллах Субхану ва Тааля нам дал, тратить на пути Аллаха, дабы получить это у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в судный день. Потому что наши деяния, то, что мы сейчас тратим, будет защитником нас, в нашей могиле и в судный день. То есть то, что мы сейчас тратим, мы получим у Аллаха Субхану ва Тааля, а у Аллаха ничего не теряется. Поэтому человек должен искать возможность сделать что-то, потратить где-то, чтобы получить у Аллаха Субхану ва Тааля награду за это. Альхамдулилля, у нас около года назад был построен этот колодец. И мы сейчас видим, что люди, которые вложились в него, в течение года он не заброшен. Люди не оставили, они пользуются. На сегодняшний день ежедневно 5000 литров. Ежедневно люди берут, пользуются этой водой. И сегодня у нас появилась возможность еще построить 2 колодца. Начали строительство в Столбищах и в Сакурах. То есть мы можем воспользоваться, посмотрев, как люди в свое время вложились в этот колодец. Возможно, кого-то из них сейчас нет среди нас. Но люди пользуются, и это садакатуль джария, аджр ежедневно приходит. Люди ежедневно получают награду у Аллаха за то, что люди пользуются этой водой. И не обязательно, по милости Аллаха, мы можем вложить не просто с намерением, как поение. И мы знаем положение, об этом не раз здесь рассказывали, о некоторых хадисах напомню, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нет милостыни более вознаграждаемой, чем вода, которую поет кого-либо. То есть самая лучшая садака – это напоить человека. В другом хадисе имам Ахмада приходит: наилучшая милостыня – поение людей. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел сподвижник и сказал: моя мама скончалась, то есть моя мама умерла. И вот признак праведного ребенка, да, когда он беспокоится о своей матери. То есть чтобы сделать, чтобы Аллах простил ее грехи. И это вот как раз милость Аллаха, когда он воспитал праведного ребенка, который не просто раз в год вспомнил про маму. Он пришел к пророку и сказал: я Расулилла, у меня мама умерла. Могу ли я раздать от ее имени милостыню? Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: да, можешь. Тогда сподвижник пророка, саллаллаху алейхи, сказал: какая милостыня самая ценная? Он сказал: напои водой. Вот это самое лучшее милостынь, напоить водой. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто вырыет колодец воды, то Всевышний воздаст благом в день суда за каждую живую плоть из джиннов, людей, птиц, которые выпьют воду из этого колодца. И мы знаем известный хадис, об этом не раз здесь было сказано, о том, что человек, которого мучила жажда, который спустился в колодец, напился, вышел, увидев собаку, которая тоже грызла сырую землю, которую мучила жажда. Он говорит: эту собаку мучает то же, что мучила меня. Он спустился, взял, наполнил свою обувь воду, дал этой собаке напиться. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах простил ему грехи за это. То есть Аллах субхану прощает даже за то, что он собаку напоил. Что говорить о людях и более того мусульманам. Опять же, у нас есть возможность сделать намерение не только как вода. Даже вот на примере нашего родника. И ученые сказали, что мы можем сделать какое-то деяние с несколькими намерениями. И за каждое из намерений Аллах субхану ва тааля даст награду. Человек сделал только как напоить людей, он получит за это награду. Но помимо этого может сделать также намерение, что это помощь мусульманам. Мы знаем то, что здесь, в районе, вода не очень хорошая. Она может быть в какой-то степени даже вредна. Жесткая вода. И не каждый из мусульман богатых, кто может позволить себе чистую воду, которую сейчас рублей 5, по-моему, если не ошибаюсь, литр вот продают рядом, позволить своих детей напоить чистой водой. Для таких людей они могут прийти сюда и использовать для своей семьи чистую фильтрованную воду, которая чиста от разных вредных примесей. То есть и это тоже помощь. Если будет и это намерение, Аллах и за это запишет. Мы можем сделать намерение, то что это давла. Потому что люди удивляются, когда говоришь: вот здесь есть шма, зайдите, берите. Он говорит: а сколько стоит вода? Я говорю: бесплатно. Братья мусульмане, фисабилля, ради Аллаха, ради довольства Аллаха, бесплатно построили. Это говорит просто артезиански. Нет, я говорю, фильтр есть, то есть оплачивать. Люди удивляются. Но это же тоже давла. Мы этим рекламируем свою религию. И если мы вложимся с намерением, что это будет давла, мы получаем за то, что поили мусульман. Просто людей поили. Второе, то, что мы возможность чистой воды
пить дали. Третье, чтобы это был дахватом. Четвертое, может быть, видели, есть телевизор, идут, информация идет про проекты, про какие-то хадисы. Это тоже доведение нашей религии до людей. Намерение это, и за это мы можем получить. Если это сакура, это путники. Путники заезжают, поение путника по-своему вознаграждаем Аллах Субхану ва Тааля. Люди приходят в мечеть, то есть просто человек не зашел бы в мечеть, он приходит за водой, вот это уже психологический барьер зайти в мечеть, он его рушит. Есть это намерение, и за это мы получим награду. Плюс, это уже больше из практики. Вот люди, которые приходят за водой сюда, они оставляют садака. То есть, фактически люди, которые построили этот родник, они являются причиной, то, что люди тратят на пути Аллаха. Вот человек, который положил садака 10 рублей, аджир за это и получит тот, кто построил это. Как в примере, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал, давайте поможем людям. И люди, никто не помогал. И тут один встал, человек демонстративно пришел и дал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, деньги, когда собирали. И увидев это, люди тоже стали вставать и тоже, то есть, мандаля аля хайр кафар, кто указал на хорошее, подобен тому, кто последовал этому. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто укажет, то есть сделает, введет традицию, за которую все пойдут, он получит награду за каждого, кто за ним последовал. То есть, если мы сейчас с намерением построили эту мечеть, люди пришли и тоже вложились, тоже на пути Аллаха начали тратить деньги. Либо, увидев этот родник, тоже построили у себя, за это мы тоже получим награду. Это тоже возможность. И не обязательно, чтобы человек тратил большие деньги для этого. Понятно, что человек говорит, вот нужно построить, где там, вот стоит несколько миллионов, нет, у меня таких денег нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, побойтесь Аллаха хотя бы половины фиников. Сколько стоит половина фиников? У меня есть возможность, нет возможности 1000 рублей дать, но есть возможность 5 рублей. Мы можем ради Аллаха эти 5 рублей дать. Без сомнения, у Аллаха это не пропадет. И какой-то процент от этого мы будем получать. Ведь это человек, который пришел, он не заплатил большие деньги, он просто взял воду в свою обувь, принес этой собаке, собака попила, и по причине этого Аллах простил грехи. Если мы не можем 100 рублей или 1000 рублей, мы можем 5 рублей, 10 рублей дать в надежде получить награду у Аллаха Субхану ва Тааля. И без сомнения Аллах увеличивает награду в ахирате, и более того, Аллах возмещает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал, сказал то, что садака не уменьшает количество. Мы дадим эти деньги, Аллах в 10-кратном, эти 10 рублей, 5 рублей, Аллах вернет в 10-кратном размере в этом мире и даст за это награду в судный день. Поэтому, пока ангел смерти не пришел к нам, мы можем оставить что-то, как садакатуль джария, который после нашей смерти, повторюсь, люди год назад вложились в строительство этого родника. Возможно, их уже нет среди нас. Возможно, они уже в могиле, и без сомнения, они за это получают награду. Хотя со всех других мест уже им награда не приходит. Поэтому, пока у нас есть такая возможность, давайте не будем к этому относиться халатно.